«Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Пожар на нефтебазе под Киевом продолжается третий день. Самый проблемный блок удалось потушить. 5 лет трагедии в кыргызском городе Ош. При вооруженных столкновениях между узбеками и кыргызами погибло около 450 человек. И Боннская конференция по изменению климата, экология и бюрократия. Начинаем с новостей из Праги. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени в Праге. С вами Шахида Якуб. Здравствуйте. Россия больше не является стратегическим партнером, так говорится в резолюции, принятой Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге. Документ рекомендует критически пересмотреть отношения между Российской Федерацией и ЕС. Причиной пересмотра отношений депутаты называют прямое и опосредственное участие России в вооруженном конфликте в Украине, незаконное присоединение Крыма, нарушение территориальной целостности Грузии и экономическую и политическую дестабилизацию европейских соседей. Украинские пожарные продолжают бороться с пожаром на нефтебазе под Киевом. По словам главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, горят 5 резервуаров, к которым затруднен доступ. Он не смог спрогнозировать, когда пожар может быть ликвидирован. Бедствие на нефтебазе унесло жизни по меньшей мере 4 пожарных, 13 человек госпитализированы с ожогами. Представители базы предполагают, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Город Авдеевка, находящийся на линии фронта между украинскими войсками и формированиями непризнанной ДНР, находится под постоянным обстрелом как с той, так и с другой стороны. Многие дома разрушены, часто отсутствует электричество и газ, но люди не уезжают. Единственным предприятием в городе, которое обеспечивает работу и зарплату, является коксохимический завод. Петр Шоломовский побывал в Авдеевке и поговорил с местными жителями. Этих солдат недавно перебросили из-под Луганска. Они расквартированы в 9-этажном доме на краю Авдеевки. На некоторых этажах еще живут гражданские. Вот в этом доме вы живете? Да. В том самом? Да, но я сейчас там не живу, потому что там жить нельзя. Квартира пострадала. Вот. Она цела? Нет, она частично разрушена. Та часть, которая смотрит на поле, на аэропорт в сторону Донецка. Фоном для нашей беседы служат звуки непрекращающейся стрельбы. Солдаты рассказывают нам про минометные обстрелы. Там прилетел 1, 2, 3. Сколько? 1, 2, 3, как правило, не стреляют, вы сами понимаете. Понятно, что один пристрелочный, второй еще пристрелочный, а потом пошли стрелять. Все. Здравствуйте. С журналистами поговорите? Нет. Местные жители находятся в постоянном напряжении. Они устали. Они не понимают, когда закончится эта война. Вот сын моего 2 раза уже на 7-м этаже. Там все на свете разбромлено. Авдеевский коксохимический завод крупнейший в Европе. Благодаря ему у многих жителей Авдеевки есть работа и зарплата. Завод наш, это единственное, что... Это ты? Нет. Это наше питание, работа. Я всю жизнь проработала, на пенсию пошла, и дети мои там работают. Все мы, только завод. В результате недавнего обстрела ремонтный цех завода был серьезно поврежден. Несмотря на то, что среди рабочих были ранены и убиты, производство не остановлено. Последние 2 обстрела у меня было такое ощущение, что мы были целью. Потому что прилетело все в нас, ничего за пределами завода не упало, все было достаточно точно. Авдеевка – один из небольших городов на востоке Украины. Он находится недалеко от Донецкого аэропорта, и поэтому обстрелы здесь не прекращались. Екатерина Кочкина, Петр Шоломовский, Виктор Кульганик. «Настоящее время». Тему конфликта на востоке Украины продолжит Вашингтон. Наташа. Спасибо, Шахида. Международные наблюдатели в Украине отмечают наращивание военной мощи с обеих сторон. Один из командиров сепаратистов заявил нашему корреспонденту, что так или иначе они возьмут под контроль новые территории. Репортаж Данила Шерфа из Донецка. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе утверждает, что обе стороны сосредотачивают бронетехнику, оборудуют огневые позиции и перебрасывают вооружение в нарушение февральских соглашений. Пророссийские сепаратисты заявляют, что украинские силы являются агрессорами и планируют новые атаки. С симметричными обвинениями выступает Киев. Полковник сепаратистского подразделения «Оплот» Александр Куренков отрицает наращивание вооружений. Если вокруг Донецка, пусть поедут, посмотрят. Если найдут, пожалуйста. Полковник также повторяет версию Кремля, которая отрицает присутствие в Украине российских войск и вооружений, несмотря на появление все новых доказательств этому. В то же время Куренков признает, что сепаратисты планируют захватить новые территории с помощью переговоров или военной силы. Как можно, допустим, остановиться в границах нынешних, если бойцы, воюющие, будем говорить, уже за свою новую страну,
их корни, их семьи проживают на оккупированной территории. Украинские войска заявили, что отразили запланированное наступление сепаратистов под Марьинкой, в то время как сепаратисты утверждают, что столкновение было спровоцировано Киевом. Столкновения привели к задержкам с доставкой гуманитарной помощи с подконтрольной Киеву территории, говорит Ольга Цесельская из гуманитарной организации «Поможем». Распределение помощи происходит на домашнем стадионе донецкой футбольной команды «Шахтер», но помощи не хватает, в то время как потребность в ней по-прежнему велика, говорит Цесельская. Первая причина – это отсутствие реальной денежной помощи, к примеру, выплата пенсий и социальных выплат наиболее нуждающейся категории населения. Это первое. А второе – высокий уровень цен и иногда и отсутствие необходимых медицинских препаратов, а также продуктов питания. Но если столкновения усилятся, это может привести к дальнейшим задержкам с оказанием помощи. От 5 до 7 миллионов долларов в день. Во столько обходится Украине война на востоке страны. Об этом заявил в Вашингтоне премьер-министр Арсений Яценюк, который вместе с министром финансов Натальей Ерейско пытается убедить Международный валютный фонд выделить Украине второй транш на сумму 17,5 миллиардов долларов сроком на 4 года. По словам Яценюка, украинский проект должен стать мировым, поскольку если Киев добьется успеха, это станет лучшим ответом режиму Путина и продемонстрирует, что свободный мир поддерживает Украину. Сегодня заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон заявил, что фонд намерен и далее помогать украинской экономике при условии выполнения обязательств, в частности, перед самим МВФ. 10 политиков-республиканцев уже вступили в борьбу за право называться кандидатом в президенты США. Бывший губернатор Флориды и младший брат экс-президента Джорджа Буша Джеб Буш планирует объявить о начале своей предвыборной кампании на следующей неделе. Учитывая напряженную обстановку на мировой арене, внешняя политика является важной сферой проверки компетентности кандидата. Помощники Джеба Буша отмечают, что с тех пор, как он покинул в 2007 году пост губернатора, он совершил 89 поездок в 22 страны. На этой неделе Буш находится с 5-дневным визитом в Европе, в Германии, в Польше, в Эстонии. Он сегодня в Берлине назвал президента России Владимира Путина задирой, которого надо усмирить. А вот фрагмент из его выступления на экономической конференции, организованной канцлером Ангелой Меркель. Прежде всего, мы должны объяснить, что мы поддерживаем народ России. Мы также должны понять, что Путин, являясь безжалостным прагматиком, не остановится, пока его кто-то не остановит. И я верю, этим кто-то станет НАТО. Это наше обязательство — защищать страны, входящие в блок, и это служит укреплению безопасности. Но мы не хотим отбрасывать Россию на срок длиной в жизнь целого поколения. В конце концов, Россия должна быть европейской державой. Прежде всего, для начала мы должны способствовать изоляции ее коррумпированных лидеров от собственного народа. Я приветствую усилия канцлера Меркель, ее позицию по санкциям в отношении России, несмотря на экономические интересы немецкого бизнеса в этой стране. Это принципиальная позиция, которую она последовательно занимает. И последнее. Показав заранее неизбежные последствия плохого поведения, мы сможем сдержать возможную агрессию со стороны России, которой все опасаются. Пока же, всегда откликаясь довольно сдержанно, мы только провоцируем плохое поведение Путина. Предстоит сделать очень много. Мы начинаем понимать, что кнопка перезагрузки не была столь уж хороша. Представители США и Евросоюза часто повторяют, что позиция Запада в отношении политики России в Украине едина. Однако в этом есть свои нюансы. Старший научный сотрудник Центра американской внешней политики Уэйн Мэри так высказался по этому поводу. Одна из проблем координации таких мер, как, например, санкции, это вопросы о целях и сроках достижения этих целей. Например, большая часть европейских правительств, вне зависимости от своих публичных заявлений, в частном порядке понимает, что Украина потеряла Крым на неопределенное время. Соединенные Штаты не признают этого. Даже если можно добиться полного соблюдения Минских соглашений, полного разрешения проблем сепаратистского движения Донбасса и их отношений с Киевом, даже если эти все проблемы разрешатся чудом, проблема Крыма останется. Для США она является фундаментальным вопросом. Для большинства европейских стран эта проблема будет чем-то, что стоит просто принять. В этом и состоит разница позиций ЕС и США.
Другие темы. Сегодня исполняется 5 лет кровавым событиям на юге Кыргызстана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который находится в эти дни с визитом в Центральной Азии, намерен посетить завтра кыргызский город Ош, чтобы ознакомиться с итогами совместной работы местного правительства и ООН по восстановлению региона. Подробнее наши коллеги в Праге. Спасибо, Наташа. В городе Ош на юге Кыргызстана поминают погибших во время кровавых столкновений между этническими узбеками и кыргызами 10 июня 2010 года. За 3 дня беспорядков погибли около 500 человек, ранено до 300 тысяч. Спустя 5 лет межэтнического конфликта Ош почти восстановлен экономически, но процесс примирения сторон идет медленно, а жертвы трагедии ждут справедливости. Екатерина Кочкина подробнее об этом. В ночь с 10 на 11 июня в киргизском городе Ош, где проживает значительное количество этнических узбеков, произошла массовая драка. Это вызвало беспорядки сразу в нескольких районах города. Я помню эти дни как трагические события, потому что я был как раз 10 июня. Вечером я из офиса уходил. Тогда я не думал, что будет такое событие, кровопролитие, да? Если так анализировать, это не произошло один день. Власти Кыргызстана начали расследование немедленно. Ряд правозащитных организаций выразил беспокойство. Большинство арестованных оказались представителями узбекской общины. Правозащитники также отмечали, что во время содержания под стражей людей пытали, а судебные процессы проходили с грубыми нарушениями. Процессы до сих пор продолжаются. Некоторые, процессы прошли уже все инстанции у нас в Кыргызстане. В связи с тем, что мы не смогли защитить их на национальном уровне, подаются жалобы в Комитет ООН по правам человека. Во время конфликта были сожжены и разгромлены десятки домов. В городе и сейчас можно увидеть разрушенные здания. В некоторых районах все еще видны последствия трагедии. Часть домов до сих пор не были восстановлены. Представители властей заявляют, сделали, что смогли. Огромные суммы были выплачены тем, кто пострадал. Понимаете, от вот этих событий. Кто потерял свой бизнес, кто не мог выплатить кредиты, кто имел задолженности. Многие ведь не сумели даже выплачивать за обучение своих детей. Это тоже было. И вот все правительство взяло на себя. И я думаю, что на тот период не все сумели сделать. Но я считаю, что большая часть тех вопросов, которые народ ставил в то время перед правительством, оно было сделано. Но даже спустя 5 лет нельзя сказать, что жителям Оша совсем не о чем беспокоиться. Ситуацию можно охарактеризовать фразой госслужащего узбека. Да? Он говорит, что пока нет оснований для оптимистических заголовков, но есть надежда. Правозащитник из Оша говорит, что ситуация стабилизировалась и намного лучше, чем было в 2010 году, но некоторые неуклюжие действия властей рождают какие-то опасения среди узбеков. Администрация президента, наоборот, считает, что опасаться повторения событий не стоит. Смена власти привела к тому, что произошло ослабление институтов власти, особенно на местах, и поэтому этим смогли воспользоваться провокаторы, сепаратисты и сторонники прежнего режима. Сейчас в стране крепкая власть, и на самом деле никакого напряжения особенного на юге нет. Гражданские активисты и правозащитники же утверждают, что доверия между узбеками и кыргызами на юге страны нет, а конфликт пока заморожен. Екатерина Кочкина, Дарья Кудрявцева. Настоящее время. Российская оппозиция начала агитационную кампанию на праймериз для участия в выборах в местные органы власти в 3 регионах – Калужской, Костромской и Новосибирской областях. Один из лидеров Российской демократической коалиции Алексей Навальный побывал с агитационной поездкой в Костроме. До Костромы он провел митинг в Новосибирске, где ему пришлось ответить на вопросы как сторонников, так и противников. Американский прислужник с 2 паспортами. Вам делать... Погодите, я вам дам слово. Не уходите, я вам дам слово обязательно. Сколько вам заплатило американское посольство, чтобы вы сюда приехали? Хорошо. Скажите, пожалуйста, так все-таки дорогу вам Обама разбомбил?
разбомбили вы в 91 году. Я разбомбил дорогу в 91 году. Алевтина Александровна, спасибо вам огромное за этот вопрос. Я рад, что он прозвучал. Потому что получается такая штука, что какие-то люди, которые выходят и говорят против коррупции, они, значит, им заплатило американское посольство, и они в 91 году что-то там разбомбили. Я в 91 году в школе учился, понимаете? Коалиция либеральной внесистемной оппозиции сформирована в апреле. В нее вошли РПР «Парнас», незарегистрированная партия «Прогресса», партия «Демократический выбор», партия 5 декабря и Либертарианская партия. Калининградскую область называют экологической горячей точкой. Сточные воды без очистки попадают в Балтийское море. Из 17 очистных сооружений за последние 10 лет власти смогли построить лишь 5. Ну и они работают скорее как насосы, просто перекачивая стоки в водоемы, но не очищая их. Экологическими проблемами российского региона заинтересовались антикоррупционеры и европейские журналисты. Юлия Парамонова из Калининграда. Река Дейма, впадающая в Куршский залив, уже давно непригодна для купания и рыбалки, так говорят местные жители. Отдыхать они предпочитают подальше от этих живописных берегов. Кошмар просто. Другой раз, как сольют, прямо полоса идет, видно, и запах, вонь стоит. Охота окунуться в жару. Ну, думаешь, ну какую-нибудь заразу зацепишь, вот. Ну и как рыбак могу сказать, когда ходишь по речке, там просто вонище с пузырями, стоять там невозможно. По словам жителей Полеска, в местные водоемы сливаются сточные воды и отходы от предприятий. Люди не раз обращались к властям, но безрезультатно. По словам местного главы, очистные сооружения в городе работают исправно уже 2 года. Они на сегодняшний день очищают все стоки, которые поступают из канализированной части города Полеска, в том числе и ливневые стоки. Я на всякие придумки, домыслы и непрофессиональные действия комментировать не могу. Эксперты центра Transparency International Россия выяснили, сегодня в регионе из 17 станций достроены лишь 5. Строительство остальных забуксовало по разным причинам, в том числе и связанным с коррупцией. Но даже работающие сегодня не очищают стоки, а лишь перекачивают их в водоемы, как насосы. Только очистные сооружения Советска показали идеальный результат. То есть они очищают по предусмотренным нормам. Гусев, Полеск, судя по результатам, не очищает стоки вообще. Показатели превышают нормы в десятки, в сотни, в тысячи раз. В Калининграде очистные сооружения не могут достроить уже несколько лет. Деньги на них давал в том числе и Евросоюз. Уж больше 10 лет происходит вялотекущее строительство обновленного водопровода и очистных сооружений. Причем Калининград получил на это финансирование, опять же, от того же Евросоюза, из Швеции в виде кредитов на хороших условиях, каким-то непонятным образом, так что даже никто не может объяснить, несмотря на уже довольно серьезные скандалы, эти деньги куда-то подевались. Калининград получил обидное прозвище «Ночной горшок Европы». Но, похоже, проблема очистки стоков здесь мало кого волнует. В правоохранительных органах пока больше верят властям, представляющим отчеты о работающих станциях, чем антикоррупционерам и экологам. Юлия Парамонова, «Настоящее время», Калининград. В Калининграде экологи бьют тревогу о загрязнении воды, а их американские коллеги протестуют против бурения скважин у берегов Аляски. Наташа. Да, в Сиэтле, штат Вашингтон, полиция арестовала участниц акции протеста против планов компании Shell начать бурение нефти на шельфовом месторождении в Арктике. Активистки экологической группы «Разгневанные бабушки Сиэтла» сели в кресло, приковали себя цепями друг к другу и заблокировали въезд в порт, где идет подготовка к отправке в Арктику буровой платформы. Но вот раз уж мы заговорили об экологии, в Бонне завтра завершается конференция по климатическим изменениям, рассказывает Вадим Оленичев. Между саммитом Большой Семерки в Баварии и Боннской конференцией по изменению климата существует не только географическая связь. После встречи в Баварских Альпах главы 7 ведущих держав мира выпустили коммюнике. В нем они берут на себя обязательство в течение 35 лет добиться сокращения выбросов вредных газов в атмосферу Земли, так называемого парникового эффекта, на 70%.
Эта цифра – верхний потолок нормативов, рекомендованных Межправительственной экологической комиссией ООН. В первую очередь речь идет о добыче и использовании углеводородного топлива, нефти и природного угля. По расчетам экспертов, эта мера обеспечит повышение глобальной температуры не более чем на 2 градуса Цельсия в год. Именно такие темпы были зафиксированы в атмосфере Земли до начала технической революции 19-20 веков. При сохранении же нынешних темпов индустриального развития, считают ученые, следует ждать дальнейшего учащения наводнений, ураганов и засухи в различных регионах планеты. Обозреватели отмечают, что впервые в истории Большой Семерки ее лидеры объединились в деле составления долгосрочного плана по борьбе с парниковым эффектом. Пока что это маленький шаг. Мы увидели что-то новое, но еще не увидели, что Большая Семерка собирается предпринять в нынешнем году для осуществления этого плана. Хотя они обещают сделать больше, чем раньше, остается открытым главный вопрос – насколько они снизят вредные выбросы и сколько средств они выделят на то, чтобы экономика могла функционировать без углеводородов. Предполагается, что усилия G7 станут отправной точкой и для участников климатической конференции, проходящей сейчас в Бонне. Ожидалось, что большинство государств мира сумеют образовать альянс, представители которого отредактируют и подготовят текст международного договора по борьбе с климатическими изменениями. Предполагается, что этот договор подпишут участники конференции в Париже, намеченной на ноябрь-декабрь этого года. Этот альянс должен послать четкий сигнал гражданам мира, нашим правительствам, нашим бизнесам. Сигнал о том, что мы решительно намерены вступить в переходный период, ведущий к более разумному использованию углеводородов и одновременно к тому, чтобы всем был гарантирован одинаковый доступ к стабильному экономическому развитию. Вопреки прогнозам, спустя более чем неделю с начала Боннской конференции стороны сумели отредактировать лишь 5% статей проекта договора. Конечно, до проведения Парижского форума еще остается время. Но трудности, с которыми уже пришлось столкнуться противникам глобального потепления, только подтверждают мнение о том, что добиться консенсуса от такого числа участников будет непросто. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Еще одна тема, которая волнует в эти дни многих американцев – агрессия полиции. В Техасе идет расследование инцидента с участием полицейского, который агрессивно повел себя в отношении девушки-подростка. Патрульный прибыл по вызову соседей, чтобы навести порядок на шумной вечеринке у бассейна. После случившегося он уволился из полиции. Подробности в нашем репортаже. В пятницу жители одного из районов в городке Маккенни пытались уговорить подростков, устроивших шумную вечеринку у бассейна, разойтись по домам. Когда те не вняли их просьбам, соседи вызвали полицию. Один из подростков снял на мобильный телефон действия полицейского Эрика Кейсболта в отношении 15-летней Диджерии Бектон. Он велел мне уходить, и я пошла. Но ему вроде показалось, что мы говорили ему какие-то грубые слова. Он схватил меня, вывернул мне руку и бросил меня на траву, а затем схватил меня за волосы. Я кричала, чтобы он меня отпустил, потому что было очень больно. Свидетели описывают ситуацию по-разному. Эта женщина защищает полицейских. Он схватил ее за руку, она начала сопротивляться. Полицейские делали все правильно, потому что эти ребята убегали от них, ругали их всякими словами, выкрикивали угрозы. Активисты требуют обеспечить прозрачность расследования и немедленных действий. Одна из таких организаций – Техасское отделение Американского союза борьбы за гражданские свободы, чей представитель Сатиндер Сингх поговорил с нами по скайпу. В этом случае полицейские утверждают, что подростки незаконно находились на территории частного владения, что действительно является преступлением. Однако вопрос в том, действительно ли нужно было так реагировать. Неужели нужно обострять ситуацию до такой степени, что чья-то жизнь должна оказаться под угрозой? Бросать девушку на землю и выкручивать ей руки? Кому может понадобиться вытаскивать оружие и угрожать детям в плавках и купальниках? На месте инцидента были задержаны несколько подростков, но только одному были предъявлены обвинения в воспрепятствовании действиям полиции. И переходим к истории. Во время Второй мировой войны американские женщины-пилоты готовились к полетам вне боевых зон, чтобы занять место мужчин, ушедших на фронт. Эта группа носила название WASP – «Женщины-пилоты воздушных сил». Одна из участниц, 94-летняя Бернис Фалгауди, за свои заслуги недавно получила почетную степень Нью-Йоркского колледжа аэронавтики. Репортаж из Нью-Йорка. Теперь Бернис Фалгауди зовут доктор Пчела. В мае этого года уроженка Нью-Джерси была награждена почетной степенью колледжа аэронавтики ВОН в Нью-Йорке за заслуги во Второй мировой войне.
В это тяжелое время газеты в США публиковали тревожные новости, и американские женщины не остались безучастны. Те, кто умел управлять самолетом, подали заявки на оказание помощи стране. В 1943 году была создана Ассоциация женщин-пилотов, или ВАСП. Ее члены не входили в состав вооруженных сил США, оставаясь гражданскими служащими. Из 25 тысяч заявок были приняты 1800, и из них дальнейший отбор прошла только 1000 женщин. Одной из них была Бернис Гауди. Мы летали и по ночам, чтобы наводчики имели возможность практиковаться. Мы буксировали цели, по которым стреляли боевыми патронами. Я думаю, это была одна из самых опасных работ. При выполнении служебного долга погибли 38 женщин-пилотов. Однако для Бернис эта работа оставалась смыслом жизни. Я хотела делать все возможное для своей страны, больше, чем позволяла моя работа секретаря на военном производстве. Поэтому, когда я летала ради своей родины, я чувствовала, что полностью реализую это желание. За ее службу на благо Соединенных Штатов Бернис и ее коллеги в 1977 году получили статус ветеранов. В июне 2009 года она посетила Белый дом, где президент Обама подписал распоряжение о награждении участниц ВАСП золотой медалью Конгресса. Я была одной из тех, кто увидел, как президент подписывает приказ. Это было замечательное мероприятие. Он прекрасный оратор. Своим студентам Бернис рассказывает, как она должна была сама нести транспортные расходы, приезжая и уезжая с базы в Техасе, и оплачивать свою форму. Про зарплату в $250 и про то, что женщин-пилотов военных самолетов тогда никто не мог себе представить. Важно то, что мы посмели пересечь эту черту и стали управлять большими военными самолетами. Никогда раньше женщины не управляли бомбардировщиками, истребителями и иными видами военных самолетов. Мы летали на каждой машине, выпущенной в период Второй мировой войны. Бернис рассказала, что талисман пилотов ВАСП Гремлин Фифинелла принесла ей удачу. Бернис любила летать, помогала своей стране и долгие 50 лет была женой летчика. Это «Настоящее время». Мы продолжаем эфир из Праги. У наших коллег другие темы. Музыка. В Туве возрождают старые традиции. Степной народ большую часть жизни проводящий в седле и духовную музыку исполняет на конях. О единственном в Азии конном духовом оркестре в репортаже Александра Касаткина. Детей в тувинских селах учат ездить на конях с самого раннего детства. Некоторые тувинцы утверждают, что сели в седло раньше, чем начали ходить. Поэтому никого в Туве не удивляет, что духовой оркестр правительства республики выступает в конном дефиле. Однако даже мастерство прирожденного наездника поначалу не спасает от курьезов и проблем. Первый раз я вышел на коне с бочкой, барабаном, и стукнул один раз, да, и конь меня, короче, вот, я упал, короче, но мягко упал. Тувинский конный оркестр возрождает традиции своего предшественника, конного оркестра Тувинской народно-революционной армии, созданного в 1929 году и просуществовавшего около 15 лет. Нынешний, единственный в Азии оркестр обладает и абсолютно уникальными особенностями. Все конные духовые оркестры в мире используют только медные духовые инструменты. Это флюгельгорны изначально созданные, это саксгорновая группа и трубы. Мы вот единственные, наверное, я не побоюсь этого слова, единственные в мире используем инструменты деревянной группы кларнет и саксофон. Тувинский оркестр много гастролирует и выступает на фестивалях по всему миру. И в каждом новом месте музыканты отбирают и дрессируют новых лошадей. Каждый конь должен привыкнуть не только к звукам духовых инструментов и четкому ритму, но и к ударам литауров прямо над головой. Александр Касаткин, Павел Стабров. «Настоящее время». На этом наша передача подошла к концу. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время». Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.